Вспышки фотокамер, блеск бриллиантов и вереница российских звезд. Московский кинофестиваль в этом году разменял пятый десяток, но, кажется, в лоске только прибавил. Какой же кинофестиваль без красной дорожки, не исключение и московский. Правда, эта прогулка для наших героев может оказаться настоящим испытанием, ведь перед тем, как попасть внутрь кинотеатра, нужно преодолеть 24 ступени, а на улице плюс 10 и ветрено. Но красота требовала жертв, и звезды оголялись одна за другой. Правда, быстро об этом жалели. А почему вы дрожите так сильно? Потому что апрель месяц, и мне прохладно. Я пойду внутрь. Но якутских кинематографистов такими температурами не испугать. На красной ковровой дорожке наши земляки казались самыми горячими. В конкурсной программе 13 фильмов из 11 стран. За главный приз борется и якутская картина «Надо мною солнце не садится». И это вторая подряд лента Саха-фильма, которая попала на Московский кинофестиваль. Мы на самом деле не ожидали, что нас отберут в конкурс, да, но так получилось. Это доказывает, что наше кино выросло, оно серьезное, конкурентоспособное. Я надеюсь, что нас отметят в этом году, заметят, напишут о нас много. И я надеюсь, что якутское кино вообще выйдет за рамки не только нашего региона, он будет распространяться по России и за рубежом. Трогательную историю про молодого парня и старика сняла режиссер-дебютант и самоучка Любовь Борисова. И сразу в яблочко. Оно и неудивительно. Съемочный процесс для группы был в удовольствие. Я прямо все время радовалась, что все складывается удачно. Даже море, море Лаптевых. Каждый день показывал свои лучшие виды, и мы просто подстраивались и снимали вот все, что нам уготовано. И даже погода, лето стояло целый месяц, солнечные дни, потому что местные зрители очень удивлялись, как это так. Картину сняли за 1 месяц в Булунском Улусе, локацию долго искать не пришлось. Как только съемочная группа увидела места вокруг села Найба, сразу же влюбилась в суровые, но прекрасные пейзажи побережья моря Лаптевых. Правда, добираться до них было целым приключением. До туда добраться очень тяжело, честно говоря. Это у нас малая авиация на самолете, потом на танкетке, потом обратно на вертолете. Вот так. Там машины бесполезны, там нет машин. Ходят туда. Главную роль сыграл дебютант, студент АДИТИ Иван Константинов. Первое кино и сразу международный уровень. Парень говорит, что съемки прошли легко, вот только дублей приходилось делать много. Иногда выходило так, что сидишь такой, драматическая сцена, вот такой, сейчас я должен, серьезно все. И тут чих появляется, и ты такой сдерживаешь, и уже улыбка появляется от того, что ты сдерживаешься, и тут чих приходит, и дубли не уходят. Первые зрители на конкурсе уже оценили картину. Впечатления положительные. Это очень позитивное кино. Такой глоток чистого воздуха. Очень, я бы сказал, даже, наверное, акварельный. И в то же время с какими-то такими, немножко и суровыми красками. И в то же время очень светлыми. Конкуренция на Московском кинофестивале невероятная. Сказать, что на конкурс попасть трудно, это ничего не сказать. И в этот раз фильм из Якутии завоевал сразу 2 приза. От международного азиатского жюри, а также приз зрительских симпатий. Сегодня я на самом деле очень горда тем, что нам достался приз зрительских симпатий, потому что это означает, что фильм имеет очень большой потенциал, потому что именно зрители голосовали, и самый максимальный балл достался нам. По итогам кинофестиваля главный приз в этом году получила картина из Казахстана «Тренинг личностного роста». И для режиссера ленты Фархата Шарипова само участие в конкурсе было счастьем. Честно говоря, я понятия не имею, чем он зацепил жюри, потому что я был очень счастлив, когда фильм попал сюда, в Москву, и я знал, что здесь есть часть моей аудитории. Но как оказалось, что интернациональное жюри тоже дышит тем же воздухом. Правда, эксперты уверены, шансы были и у якутского фильма. Картина этого года совсем не похожа на картину, которая получила гран-при в прошлом году, но была с первых же дней любимицей массовой аудитории, получила приз зрительских симпатий, что, может быть, немножко помешало ей получить другие призы, потому что все считают, что она уже свое получила. Современное якутское кино появилось 27 лет назад, и за этот период оно проделало невероятно большой путь. И можно смело говорить, что в нашей республике сегодня умеют снимать как кассовые, так и фестивальные хиты. Московский международный кинофестиваль завершился.
Через пару часов эту красную дорожку свернут, разберут баннеры, погаснут софиты, но ровно через год этот праздник повторится. И будем надеяться, что на нем будет присутствовать большое якутское кино. Максим Кардоза, Виктор Олесов. День за днем. Москва.